Меня зовут Ярхамов Ильнур, и мы вам рассказываем о важных событиях для татар России. Признаться честно, мы что-то не рассчитали накал реваншистских настроений в среде русских националистов, которые были возмущены, что аэропорт Тобольска не получит имя Ермака. Хоть и результаты голосования были подведены еще 10 апреля, и тоболяки проголосовали за историка Тоболяка и картографа Семена Ремезова, аудитория националиста-татарофоба Егора Холмогорова и писателя Захара Прилепина все никак не успокоилась. В СМИ продолжают выходить статьи, рефлексирующие на тему, что вот мы сегодня аэропорт Тобольска именем Ермака не назовем, значит завтра Россия развалится и потеряет Сибирь. Еще раз напоминаю, в конкурсе выиграл историк-картограф Семен Ремезов. Это его имя будет носить аэропорт, а не Хана Кучума или там Хана Ибака. Захар Прилепин, не стесняясь в выражениях, сразу, прямо сходу называет татар Сибири, которые возмущаются, у которых есть свое личное мнение относительно исторической личности Ермака, прислужниками Госдепа. Да, татары – прислужники Госдепа. Делает это он, конечно, аккуратно, тонко, но мысль улавливается. Между прочим, при помощи этой логики про оккупантов разваливали Советский Союз при прямой поддержке Госдепартамента США. На Украине после Майдана оккупантами стали и Романовы, и Ленин, и Сталин, и Суворов с Жуковым. Быть может, радикально настроенные сибирско-татарские группировки в вопросе о Ермаке и его роли в истории России работают по госдеповским инструкциям, а? В целом, видеовыпуск Захара Прилепина на телеканале НТВ посвящен тому, что Иван Грозный на самом деле чингизид, что у Ермака, оказывается, на самом деле татарские корни, и что Сибирь завоевывал не какой-то там враг-чужак-оккупант Ермак, а свой местный татарин Ермак. И делал это он по указу крипто-татарского царя Ивана Грозного. И вообще потомки хана Кучума потом еще на службу российским царям перейдут. Любопытный получился у Захара Прилепина экскурс в историю. Тут и однозначное обвинение татар Сибири в предательстве интересов Родины, в пособничестве Америки. Как-то это все чересчур истерично, вы не находите? И вот на YouTube-канале «Октагон», к слову, получился интересный баттл между журналистом Сергеем Марданом и политтехнологом Русланом Айсиным. Ссылка на баттл будет в описании под видео. Понятное дело, что Сергей Мардан топил за Ермака, но как это он делал? С каких позиций и тезисов заходил? Во-первых, устремление тюменских властей и губернатора Александра Моора, который заявил, что имя аэропорта должно объединять тоболяков, Сергей Мардан назвал проституцией. Почему начинается вот эта извечная там русско-советская проституция? Как бы кого не обидеть, как бы чего не вышло. Во-вторых, возмущение татарами Сибири исторической личностью Ермака Сергей Мардан приравнивает к движению афроамериканцев. Ну, вот это БЛМ, Black Lives Matter. Если, допустим, вы посмотрите на историю черного движения в Соединенных Штатах, представить себе какую-нибудь форму БЛМ 20 лет назад, вот именно в такой широкой форме, было совершенно невозможно. И тем не менее, сегодня это мощнейший фактор внутри политической жизни Соединенных Штатов. Мне кажется, аналогичные, очень схожие процессы, они идут в России. Пока что они незаметны, пока что они смешны, пока что они могут казаться высосанными из пальцами. В-третьих, аэропорт в Тобольске должен носить имя Ермака, потому что... Да потому что до начала 90-х годов в Советском Союзе нельзя было быть русским. Так говорит Сергей Мардан. До 91-го года, когда нельзя было быть русским, это не придумано, это мой личный опыт. Советским можно было быть, украинцем можно было быть, татарином можно было быть, а русским нельзя было быть, понимаете? И сейчас ровно то же самое. Не будем вас утомлять и грузить всем этим бредом, который продолжает озвучивать этот журналист Сергей Мардан. В батле «Октагона» Руслан Айсин четко и по делу припечатывает этого журналиста, которому сегодня запрещают, оказывается, быть русским. У вас все в руках, так сказать, все СМИ, пожалуйста, там, начиная с Царьграда, заканчивая до «Октагона», там, Низыгорь и так далее. Я здесь не вижу никаких проблем.
потому что у вас в руках все полномочия. Весь общественный дискурс принадлежит вам. Все элиты абсолютно лояльны и абсолютно проимперски настроены. Да что вы, проимперски настроенные элиты? Серьезно? Вы сейчас серьезно говорите? И декларируют одно и то же. По словам Айсина, сегодня Россия просто дышит имперским духом. В современной России мало что осталось федеративного, хотя наша страна и называется официально Российская Федерация. В России с каждым годом все меньше и меньше разницы между областями и республиками. Все превращаются в безликие регионы, зависимые от Москвы и перечисляющие свои доходы ей, Москве. Сегодня республика в составе России в теории, конечно, считается государственным образованием, но вот по факту ее республиканство подвергается жесткой коррозии со стороны вертикали власти. Если обратиться конкретно к Сибири, к Тюменской области, да даже конкретно к Тобольску, то там и так уже все и везде дышит духом Ермака. Вот смотрите, в Тобольске уже есть городской парк, который называется Сад Ермака. В Тобольске уже есть стела Ермака. В городе есть улица имени Ермака. Там даже есть торговый центр, который называется Ермак. Спасибо, что хоть каждый житель Тобольска не называет своего сына Ермаком, ну или дочку Ермакией. Вообще инициативу тоболяков мы поддерживаем и их стойкости завидуем. Все-таки на небольшой город населением в 100 тысяч человек обрушилась целая русско-националистическая медиа-армада с аудиторией, исчисляемой в несколько сотен тысяч человек. Имя Семена Ремезова очень важно для тоболяков, потому что он свой для жителей города, тоболяк. Благодаря Ремезову в городе построены приказная палата, гостиный двор. Его вклад в освоение Сибири лежит через созидание и строительство. А что построил Ермак? Так что считаем, что мнение тоболяков здесь куда важнее тех, кто не живет ни в Тобольске и ни в Тюменской области. Резюмировать нам бы хотелось цитаты от Игоря Сибирского, который считается прямым потомком хана Кучума. Обстановка нагнетается искусственно не татарскими или русскими общинами и не местной властью, им вместе жить ведь, а лицами, не имеющими никакого отношения ни к Сибири, ни к ее богатой истории. Видимо, это попытка сделать себе пиар перед предстоящими выборами. Такие действия по раскачиванию лодки не ведут к улучшению жизни в данном регионе. Можно больше сказать, что они идут во вред не только региону, но и всему нашему государству. Этномародеры во время своих племенных съездов на северо-западе Башкортостана столкнулись с острым дефицитом башкир, которые бы возглавили эти самые племенные структуры или подразделения Курултая башкир на территориях. Сейчас я вам расскажу два очень забавных случая. Первая история. Знакомьтесь, перед вами Элиза Шафеева. На прошлой неделе стало известно, что она стала председателем исполкома Курултая башкир Благоварского района. Что о ней известно? Ну, во-первых, она работает тамадой, ведущей торжественных мероприятий. И ее рабочий язык русский и татарский. Во-вторых, она руководитель фольклорного башкирского ансамбля «Аманат» и фольклорного татарского ансамбля «Энджеляр». Ну, в принципе, татарский ансамбль нужен, потому что востребован. А башкирский ей нужен, видимо, чтобы в качестве экзотики на просторах северо-запада Башкирии был, либо на всякий случай, вдруг карьеру придется делать. В-третьих, знакомые и близкие Элизы Шафеевой были удивлены, как же она ловко переобулась в башкиры. Вот ее подружка Марсия Фазылова пишет: «Родненькая, неужто в башкиры заделалась? Своих нет, что ли? Но я все равно тобой горжусь. Молодец, татары нигде не пропадут». В-четвертых, хоть Элиза Шафеева и стала председателем исполкома Курултая башкир Благоварского района, сама она родом-то из Бишбулякского района. Как же так получилось? В Благоварском районе не нашли ни одного башкира, который бы возглавил местное отделение Курултая? По данным переписи населения 2002 года в Благоварском районе проживает более 48% башкир
И всего 23% татар. В 2010 году уже больше 42% башкир и 28% татар. То есть по переписям мы Благоварский район видим как башкирские, а на деле руководить башкирами записывается бишбулякская татарка. Переходим ко второй истории. В начале апреля в Дюртюлях прошел съезд племени Елан. Там, в общем, собралась известная нам уже компашка этномародеров. Салават Хамидуллин, Радик Бахтиев, Юлдаш Юсупов и так далее. И кто, по-вашему, возглавляет род Искай Елан? Татарка Рима Имамова. Вот она сама в этом признается. Я тут подготовилась типа, побольше, а потом послушала, мои земляки уже много наговорили. Я вначале, давайте пошучу, почему я елановка. Мне же говорят, семьи татар, это башка тарасан. Я окончила в 69 году институт, и меня по союзному распределению в Алмату отправили, Минсветмед. Меня там на работу принимают и говорят, так, башкирка, паспорт барбитинды. Я говорю, нет, вы что, я татарка? Они говорят, как это, вот же написано, первый раз в 22 года я узнала, что у меня в паспорте я башкирка. Я вообще не знала. И я говорю, меньше Башкортостанда турам, говорю, вот я и башкирка, без всяких проблем. Ну, на самом деле, Елан – это никакое не башкирское племя, а татарский род. Например, о татаро-кыпчакском происхождении рода Елан говорил сам башкирский этнограф Раиль Гумерович Кузеев. Русский востоковед Василий Бартоль писал, что когда кыпчаки были на Алтае, они тогда потерпели поражение от народа змей, то есть Елан, а потом они смешались с этим народом и разгромили агузов и печенегов. О татаро-кыпчакском роде Елан заявляли такие исследователи, как Грум Гржимайло, Муратов, Ушницкий. А если взять результаты переписи населения 1920 года, то жители 12 деревень еланцев Илишевского района Уфимской губернии записывались татарами. Башкирами назвались лишь жители одной деревни Юнны. К слову, сама Рима Имамова осталась недовольной работой башкирских этномародеров по ее родному краю. Они неправильно расписали историю. Оцените. Можно я дева замечание сделать, можно? Это же съезд. Да. Вот вы книгу показали. Брошюра. Да. Вот, можно? Да. Мне, конечно, неудобно, но тут же мы все наши сидят, много народу нету. Вот Ильсия Газидинова и Резван Хакимов родились в деревне Исмаилова, а тут написано деревня Исмагилова. У нас такой деревни нету. Деревня Исмагилова. Да, тут Исмагил написано. А деревня у нас Асанова тоже нет, у нас деревня Асян есть. Очень много ошибок. Говоря откровенно, башкирские этномародеры на северо-западе Башкирии – это и есть самая настоящая ошибка и недоразумение. Историк Казанского федерального университета Марина Имашева презентовала свою книгу «Татарское общественное движение в Астрахани в конце XIX – начало XX веков». Выступление свое Марина Имашева начала с проблемы. Сегодня активно предпринимается попытка переписать историю Астраханского ханства и дореволюционной Астрахани. Историю переписывают, принижая роль татарского народа. Сегодня в связи с определенными процессами, так скажем, поиска этноидентичности, народами Российской Федерации, вот мои работы подвергаются, и это в том числе, я знаю, подвергаются определенной критике со стороны тех, кто настаивает на том, что об астраханском движении общественном, мусульманском нельзя говорить как о татарском, что ведущим компонентом здесь был Ногайский. Отметила Имашева и конференцию, которая прошла в Астрахани и была посвящена ученику Шигабуддина Марджани, то есть астраханскому просветителю Абдрахману Умерову. Несколькими выпусками ранее мы вам рассказывали об этой конференции. Например, недавно, буквально где-то месяц назад в Астрахани прошла очень странная конференция с международным статусом, посвященная Абдрахману Умерову.
Там почему-то были докладчики, вообще никакого отношения к Астрахани не имеющие отношения к изучению истории этого периода. В 1905 году в России случается первая революция 20 века. В Астрахани тем временем назревает вопрос о создании татарского культурного общества. Так возникает общество Шура-Ислам, которое объединило астраханских городских татар. В противовес им создается более консервативное общество Джамият Исламия. По факту оно откололось от первого сообщества. Джамият Исламия издает газету «Идель», а Шура-Ислам издает «Бургани Тараки». Марина Имашева сетует, что на сегодня со стороны ногайских исследователей предпринимается попытка перевести издание газеты «Идель» и «Бургани Тараки» на русский язык. Но эти попытки у ногайских исследователей крайне предвзятые. Никто не перевел газету «Идель» до конца. 623 номера. Все в открытом доступе. Сегодня делаются попытки, опять-таки, вот нашими оппонентами, но опять-таки все очень предвзято. То есть находят статьи с названием, где ногайское, слово ногайское есть, и переводят, и выводят. Значит, вывод, что газета ногайская. В институте, и в ЯЛИ, Институте языка и литературы, Минулиным Бахтияром Кимовичем исследована газета, с филологической точки зрения, Бургани Тараки. И он, естественно, не мог не обратить внимания на «Идель». И человек, да, который посвятил свою жизнь научному изысканию, исследованиям татарского языка, вот этого тюрки, он говорит, это чистый татарский язык. Да, возможно, Бургани Тараки, издававшийся под редакторством азербайджанца, там есть, говорит, туркизм определенный, но между тем это тюрки. Когда пишут, есть книга у истоков ногайской книги, когда я ее прочитала, я, в принципе, еще не задумывалась над этой тематикой. Исследовательница Аминат Курмансиетова, есть ее статьи о мусульманской периодической печати в Астрахани. Очень странное впечатление производит. Эти работы, называть работу издательства Умерова ногайским, и то, что книги там печатались ногайские, я не знаю, это значит вообще не быть знакомым с татарским языком, да, с логикой, да, развития периодической печати. О какой ногайской книге может идти речь, если сам алфавит ногайцам Северного Кавказа создал ученик Умерова Джанибеков на латинской графике, геналиф так называемый. Когда они говорят, что с 26-го года насильственно изучали татарский язык, а до 26-го года на каком языке преподавалось? Велось преподавание в русско-татарских школах, на каком языке в медресе Низамия преподавали, в других медресе было при каждой мечети, при каждом приходе было, как правило, и мужское, и женское. То есть до революции не заставляли, после революции 26-го года начали заставлять. Почему не ввели преподавание на ногайском языке в 26-м году? А вы задумайтесь, почему на Северном Кавказе ногайцам в 26-м году предложили учиться на кумыкских учебниках? То есть потому что не было алфавита. В общем, нехорошо, некрасиво переписывать чужую историю. И уж тем более заниматься искажением исторических документов.